организация и индивидуальных предпринимателей не должны находиться в процессе ликвидации, в процессе банкротства, и по которым не принято решение об исключении из единого государственного реестра налогоплательщиков. Меры поддержки для предпринимателей. Правительство России утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Для получения выплаты достаточно подать заявление на портале госуслуг, где нам сразу же открывается раздел «Пособие на детей от 3 до 16 лет» и второй раздел «Пособие на детей до 3 лет». 10 тысяч рублей детям от 3 до 16 лет. Единовременная выплата и поддержка для миллионов россиян. Как оформить заявление? Благотворительная акция под хэштегом «Спасибо врачам» продолжается. И сегодня на очереди медицинские учреждения Малгобекского района и самого города Воинской Славы. Спасибо врачам. Продуктовые наборы от волонтеров. Второй день акции. Молодая гвардия «Единой России» оказала помощь малгобекским медикам. На телеканале «Ингушетия» новости 24. Здравствуйте. 9974 больных коронавирусом выявлено за минувшие сутки в России. Общее число болеющих составляет 252 245 человек. Выздоровели 53 530. 2305 скончались. В Ингушетии официально подтверждено 1372 случая заболевания, 64 в тяжелом состоянии, 19 находятся на ИВЛ. Выздоровели 334, скончались 35 человек. Болеет, к сожалению, не совсем юное население республики. Уже 28 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей. На сегодняшний день в детской республиканской клинической больнице находится 28 детей положительных и с подозрением на коронавирусную инфекцию. Среди них есть один ребенок тяжелый, где более 50% поражены легкие. Больной тяжелый, состояние тяжелое. Доктора делают все, что в их силах. И хотелось бы обратиться к родителям с такой просьбой, чтобы они при появлении каких-то симптомов повышенной температуры, кашля вызывали на себя участкового доктора и по оценке состояния уже направляли на госпитализацию. У многих детей коронавирусная инфекция протекает бессимптомно. Ввиду всего этого попросил бы, чтобы мы с вами берегли наше старшее поколение. Не подпускали детей, пожилым людям, которые находятся в зоне риска. Конечно же, хотелось бы попросить, чтобы детей разделяли, чтобы меньше посещать детские площадки, чтобы они, конечно же, оставались дома. Поддержка безработных граждан и семей с детьми, кредитные каникулы, возвращение налога самозанятым. Более 80% россиян назвали меры поддержки, предложенные Владимиром Путиным, значимыми для граждан страны. Это данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Подробно о реакции жителей страны на выступление президента расскажет наш корреспондент. Главное для нас – это жизнь, здоровье, безопасность людей. О выступлении 11 мая президента России слышали 88% россиян. В том числе 70% следили за выступлением или узнали основные идеи его речи из выпусков новостей. В прямой поддержке государства сейчас нуждается значительно большее число семей с детьми. Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Почти такая же доля из них удовлетворены содержанием выступления Владимира Путина. Президент понимает реальную ситуацию и проблему людей, считают 66% следивших за обращением. Меры, озвученные президентом, поддерживают большинство россиян. Введение разовых выплат в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно поддерживают 95% россиян. Меру двукратного повышения минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан 93%. А введение выплаты в 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка до 3 лет в семье, выплачиваемую с апреля по июнь этого года, поддерживают 92%. 91% россиян поддерживают меру субсидирования нуждающихся семей с детьми от 3 до 7 лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, и меру специальной федеральной доплаты для сотрудников социальных учреждений на 3 месяца с апреля по июль.
Поддержку от 89% россиян получила мера по созданию условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм. 76% поддерживают возврат в полном объеме самозанятым подоходный налог, уплаченный в прошлом году, а также отмену для предприятий, пострадавших из-за коронавируса, платежей по налогам за апрель-июнь. Увеличение числа тестов на коронавирус до 300 тысяч в сутки поддерживает 75% россиян. Запуск специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий, пострадавших отраслей, поддерживают 72% россиян. А предоставление налогового вычета в размере МРОТ в отношении страховых взносов предпринимателям, чьи отрасли наиболее пострадали от коронавируса, поддерживают 70% россиян. Предоставление дополнительного капитала госструктурам, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям или небольшим бизнесам, поддерживают 63% россиян. Меры поддержки, предложенные президентом во время его выступления, считают важным для населения 81% россиян. Также они значимы для бизнеса, по мнению 66% наших соотечественников. Не согласны с этим 17%. Большинство россиян, а это 73%, считают, что президент стремится сделать все возможное для разрешения в целом проблемы с коронавирусом. Ситуация в стране находится под контролем президента, считают 67% россиян. Зелимхан Калоев, Новости 24. Российское правительство утвердило правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. Финансовая поддержка из федерального бюджета оказывается предприятиям, наиболее пострадавшим в результате распространения новой коронавирусной инфекции. О полагающихся выплатах репортаж Светланы Томовой. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса. После заявления главы государства Владимира Путина правительство России утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса, которые в наибольшей степени пострадали из-за ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. В первую очередь, скажем так, что определены отрасли экономики, которые наиболее пострадали в указанный период. И, конечно же, для тех категорий субъектов, для тех работников, которые входят в организации или работают у предпринимателей, которые входят в указанный перечень, определены правила получения субсидий, которые определены, исходя из минимального размера оплаты труда и составляют 12 130 рублей. Основные принципы и требования к организации и индивидуальному предпринимателю для получения выплат – это чтобы ИП на 1 марта текущего года был в реестре малого и среднего предпринимательства, не имел задолженности на 1 марта по налогам и страховым взносам, превышающей 3000 рублей. Также, чтобы численность работников организации или ИП в апреле и мае составляли не менее 90% по отношению к марту 2020 года. Организация и индивидуальные предприниматели не должны находиться в процессе ликвидации, в процессе банкротства, и по которым не принято решение об исключении из единого государственного реестра налогоплательщиков. Указанный перечень ограничен, и в постановлении определены основные моменты, то есть без каких-то лишеств, без каких-то усложнений сделано все для того, чтобы действительно организации и индивидуальные предприниматели, которые пострадали в указанный период, на основании представленных заявлений получили указанные субсидии. Если все вышеперечисленное в порядке, то для того, чтобы получить субсидию, достаточно заполнить и подать заявление в налоговую инспекцию. Заявления подаются организациями и индивидуальными предпринимателями либо через личный кабинет налогоплательщика, который открыт для организации и индивидуального предпринимателя, либо по каналам телекоммуникационной связи, либо представляется по почте. Заявление принимается, налоговыми органами рассматривается заявление в течение 3 дней. И если какие-то есть
несоответствие с данными, которые имеются в базе налоговых органов, то в течение 3 дней и не ранее 18 числа месяца следующего, за который рассматривается получение субсидий в адрес налогоплательщика, также либо по ТКС, либо через личный кабинет, либо по почте направляется соответствующее уведомление о том, что имеются соответствующие нарушения и неточности. Для того, чтобы подать заявление, в первую очередь организации, индивидуальные предприниматели обязаны представить сведения по страховым лицам по отчетности СЗВМ в органы пенсионного фонда за апрель-май месяц. Для того, чтобы в дальнейшем налоговые органы при поступлении заявления проводили сверку и уточняли действительно количество наемных работников. В целях реализации постановления правительства России в Ингушетии уже определен список из почти 950 налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в указанных отраслях экономики. На сегодняшний день определено количество субъектов, состоящих в реестре субъектов малого предпринимательства, всего составляет количество 947. По налоговой статистике по состоянию на 12 мая представили заявление для получения субсидий с федерального бюджета 8 юридических лиц и 7 индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день есть лица, которые уже получили субсидии с федерального бюджета. Налоговый инспектор обзванивает и уведомляет тех, кто имеет право на получение субсидий. Предприниматели, в свою очередь, отмечают, что смогли без всяких проблем заполнить заявление на сайте или же личном кабинете, а некоторые уже и получили выплаты. Где это внятно было описано и подача заявления при входе в личный кабинет индивидуального предпринимателя, нажав на кнопку заявления, спуститься вниз, где таким же вторичным же нажатием просто... Да, то есть скажем так, что вопросов у вас с подачей заявления не было, да? Вы подавали заявление через личный кабинет налогоплательщика, да? Да. Все очень понятно, легко очень получилось. А скажите, субсидию вы не получили еще? Получил. А вы уже получили субсидию, да? Да. Ну, хорошо. Как только мы открыли личный кабинет, там выбрали заявление и там сразу... То есть трудностей с подачей заявления у вас не было? Не было. А скажите, а как вы узнали о том, что проводится указанная работа? Вас уведомляли или вы через средства массовой информации узнали? У меня есть программа пересылки отчетов. И туда пришла рассылка от ФНС. А то есть вам пришла рассылка с налогового органа, да, с ФНС, да? Ну, очень хорошо. А тех, кто еще не успел подать заявление на получение субсидий, смогут это сделать до 1 июня, после чего получат выплаты за апрель месяц. Это будет первый этап. Второй этап начнется с 1 июня и продлится до 1 июля. Предприниматели, подавшие заявление в этот период, смогут получить средства за май месяц. Светлана Томова, Магомед Белакиев. Новости 24. Более 1 миллиона заявок на получение пособия семьям с детьми от 3 до 16 лет подано на сайте госуслуг на следующий день после телеобращения президента, в котором Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Запросы будут принимать до 1 октября текущего года, но из-за большого наплыва заявок некоторое время портал госуслуги работал с перебоями. Пошаговые действия оформления выплаты в репортаже Зелимхана Калоева. Больше 1 миллиона российских семей оформили заявки на единовременные пособия на детей от 3 до 16 лет. В понедельник Владимир Путин заявил, что с 1 июня на каждого такого ребенка выделяется единоразовая выплата в 10 тысяч рублей. На следующий же день Минкомсвязи на сайте госуслуг запустила специальный сервис, и практически сразу же число заявок на нем достигло 500 тысяч, а через 3 часа – миллиона. Все дело в простоте оформления. Для получения выплаты достаточно подать заявление на портале госуслуг, где нам сразу же открывается раздел «Пособие на детей от 3 до 16 лет» и второй раздел «Пособие на детей до 3 лет». Но до этого нужно зарегистрироваться. Необходимо заполнить персональные данные. Сразу после кликаем на кнопку «Зарегистрироваться». Далее на номер телефона или почты, в зависимости от того, что мы указали, придет код подтверждения. Его вбиваем в графу и сразу кликаем на вкладку «Продолжить». Далее необходимо установить пароль, который нужно запомнить. Его мы в последующем будем использовать для входа в личный кабинет. Потом нам нужно вбить паспортные данные и номер СНИЛСа.
Далее кликаем на «Сохранить» и внимательно проверяем правильность введенных данных. И вот потом мы получаем упрощенную учетную запись. После проверки паспорта и СНИЛСа она получает статус «стандартная». Но для того, чтобы подать заявление и пользоваться всеми спектрами услуг портала, нам недостаточно стандартной учетной записи. Для этого нужно подтвердить личность через Сбербанк онлайн. Открываем приложение Сбербанк онлайн, переходим в раздел «Платежи-переводы», листаем вниз, нажимаем на вкладку «Регистрация на госуслугах», далее «Подтвердить учетную запись», далее появятся ваши данные и номер телефона. Кликайте на вкладку «Продолжить». После вам необходимо вбить номер вашего СНИЛСа и снова нажимаете на вкладку «Продолжить». После всех манипуляций вы получите подтвержденную учетную запись. Затем уже на главной странице видим необходимый нам раздел. Нажимаем «Оформить заявление на всех детей». Вписываем номер записи акта о рождении ребенка, СНИЛСа, дату и место его регистрации, как это указано в свидетельстве о рождении. Важно обязательно проверить правильность введенных данных до отправки. Заявление на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей может подать один из родителей, отец или мать. При подаче заявления отцом он должен указать реквизиты именно своего счета. Если подает заявление мать, то она указывает реквизиты своего счета личного. При подаче заявления, если они указали не свои счета или ошиблись в цифрах, то им вынесут отказное решение. После чего им придется заново составлять заявление и подавать в пенсионный фонд. Выплаты начнут выдавать с 1 июня. Решение о предоставлении пособия примут в течение 5 рабочих дней. Если оно будет положительным, уведомление придет в личный кабинет на госуслугах. После этого в течение 3 дней деньги переведут на счет. Средства будут выплачиваться на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая 2020 года по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский семейный капитал. Потратить деньги можно на любые цели. Более того, сохраняется право на получение других пособий. Например, часть семей смогут получить выплаты на 10 и на 5 тысяч рублей для детей до 3 лет. Кстати, Владимир Путин расширил право на получение ежемесячной выплаты. Такие выплаты могут получить не только семьи, у которых было право на материнский семейный капитал, а также все семьи, в которых первый ребенок родился или был усыновлен, начиная с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. В пенсионный фонд на выдачу ежемесячной выплаты детям до 3 лет поступило уже более 12 тысяч заявлений, из которых по 20% приняты отрицательные решения. А все из-за спешки и невнимательности людей. У нас выносят очень много отказных решений. Именно почему? Потому что ошибаются в реквизитах счета. Также ошибаются при заполнении сведений на ребенка. Могут указать фамилию, имя, отчество, там дополнительную букву могут указать. Или дату рождения ребенка указать неправильно могут. Ошибиться в месяце. Им тоже выносят отказные решения, так как они проверку в ЗАГСе не проходят. Спешка может обернуться ожиданием дополнительных 8 рабочих дней. Выплаты успеют получить все. Торопиться некуда, говорят в пенсионном фонде. Обратиться за их назначением можно вплоть до октября. В общей сложности единовременную меру поддержки получат 27 миллионов российских детей. До 15 лет включительно. Зелимхан Калоев, Асхат Белакиев, Новости 24. В Министерстве труда региона будет запущена горячая линия для оказания помощи жителям в получении социальных выплат. Решение принято на совещании в Магасе главой региона Махмуд Али Калиматовым. Глава отметил, что система поддержки будет считаться реализованной, когда помощь дойдет до адресатов. Для контроля и качественного осуществления мер поддержки нужно провести анализ обращений на имя главы региона со стороны жителей по вопросам выплат компенсации в условиях режима самоизоляции. О том, чтобы все граждане получили положенные им выплаты, говорил накануне председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании по социально-экономической ситуации в стране. Он отметил важность и своевременность антикризисных мер, предложенных президентом. Прежде всего, это касается доплат и социальных гарантий медикам. Мишустин призвал сделать все возможное, чтобы их труд и риск были оплачены вовремя. Ингушетия в этом плане оказалась в числе передовых субъектов. Врачи с начала пандемии как на войне. Цифры как сводки с фронта. Заразившихся опасной инфекцией немало и среди самих медиков. Они вынуждены, рискуя своей жизнью, оставаться по ту сторону красной зоны. Забыв о семье, о детях, многие из них не видят родных неделями. Так безопаснее. Я и многие из нас здесь работают с самого начала еще объявления карантина, то есть это где-то середина апреля. С этих чисел мы работаем, в принципе, без одного выходного дня. И продолжаем по сегодняшний день работать, хотя у многих также есть и семьи, и дети.
как-то стараемся выкручиваться. Но все это не зря. Для ингушских медиков, которые с первых дней на передовой, эти выплаты хороший стимул. Сложнее всего приходится работникам реанимации. Они вынуждены пропускать все через себя. Что там происходит, чтобы знать, там надо поработать сначала. Это очень тяжело там работать, если честно сказать. Аж прям не передать, на этих больных смотреть, с этими больными работать. Это очень тяжело. Морально ты не выдерживаешь эту нагрузку. Физическую нагрузку ты там продержишься как-то, но морально это вынести как-то очень тяжело. Ингушетия в числе регионов-лидеров по кассовым выплатам медикам, борющимся с COVID-19. Об этом сообщил руководитель федерального казначейства Роман Артюхин накануне в ходе совещания. Как выяснилось, в некоторых больницах страны деньги не начисляли медикам, потому что ждали даты выплат зарплат. Что показал вчерашний день? Резкий скачок выплат врачам и медицинскому персоналу на 1,5 миллиарда рублей. Было 4,5 миллиарда, стало сейчас в настоящее время 5,9 миллиарда рублей. Регионы, передовики, могу отметить, Республика Ингушетия, Пензенская область, Ненецкий автономный округ 100% обеспечили расходование соответствующих средств. Каков положительный опыт мы видим в этих регионах? Первое. Органы здравоохранения вовремя заключили соглашение с учреждениями здравоохранения, медицинскими учреждениями и довели им соответствующие средства субсидий. Второе. Эти медицинские учреждения в регионах, как только закончился апрель месяц, не дожидаясь сроков выплаты заработной платы, сразу стали начислять стимулирующие выплаты медицинскому персоналу и врачам. В Ингушетии деньги дошли до 234 врачей. Выплаты также получили 418 человек среднего медперсонала, 96 младшего и 118 водителей скорой помощи. Благодаря руководству региона, которое изначально взяло ситуацию на контроль, средства получили все, кто их заслужил, говорят в Минздраве. Финансовые средства порядка 43 миллионов рублей также были своевременно доведены до медицинских организаций. И хотелось бы отметить, что это средства были рассчитаны на людей, которые работают непосредственно в стационарах. Это наши основные две больницы, которые взяли на себя удар в первую очередь. Это Назрановская районная больница и Ингушская республиканская клиническая больница. Ну и к которым в последующем присоединились Малгобекская центральная районная больница, Сунжская районная больница, детская больница. И сейчас мы уже тоже развернули коечный фонд на базе Кантышевской участковой больницы. Денежные выплаты были сформулированы именно по приказу президента России. То, что обещали, в принципе, то и было выплачено. В соответствии с отработанными часами, с отработанными днями каждому персоналу было все выплачено. Важность и сложность работы медиков отметил в своем недавнем обращении глава государства и призвал чиновников не нервировать врачей, не отвлекать их от работы бюрократическими установками. Все средства на апрельские выплаты в регионы уже поступили. Поручаю главам субъектов федерации наладить работу так, чтобы до 15 мая, сегодня 11, все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты. А правительство, Минздрав обеспечить здесь координацию и постоянный мониторинг. Я прошу иметь в виду, дорогие друзья, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России. По решению президента, врачи, которые занимаются лечением зараженных коронавирусом, на протяжении 3 месяцев будут получать дополнительно по 80 тысяч рублей. Медсестрам положена доплата по 50 тысяч, младшему персоналу по 25. По данным Минздрава, сейчас в стационарах России каждый день, рискуя подхватить опасный вирус, выполняет свой профессиональный долг 116 тысяч врачей и почти 243 тысячи фельдшеров и медсестер. Помимо прочего, в начале апреля из федерального бюджета Ингушетии было выделено порядка 17 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медперсоналу, который реально был задействован в борьбе с ковид. И предприняли все меры, чтобы их получили именно те люди, кто работал, кто самоотверженно работал и оказывал медицинскую помощь населению. И эти выплаты сегодня получили у нас порядка 447 врачей, 859 среднего медперсонала и 159 человек – это из младшего медицинского персонала. Ответы на все вопросы, связанные с выплатами, можно узнать и на специальной горячей линии. Более того, в Минздраве просят при необходимости приходить к ним лично. Вопросы, я еще раз говорю, вопросы по данным выплатам. Мы убедительно просим вас озвучивать эти вопросы, приходить при необходимости к нам в Минздрав, написать заявление, если вы не согласны с данными выплатами. Мы возьмем этот вопрос на контроль, каждый случай будет разбираться.
Открыта горячая линия для оказания консультативной и практической помощи по вопросам выплат медицинским работникам, заболевшим коронавирусом, и в отделении Фонда социального страхования по Ингушетии. Номера телефонов вы видите на своих экранах. Селимхан Калоев, Магомед Билакиев, Ислам Кусиев. Новости 24. Медики совместно с Общероссийским народным фронтом запустили проект «Мы вместе», который включает в себя помощь пожилым людям на время пандемии. Добровольцы развезли продуктовые наборы по домам. Так они помогают избежать лишних походов на улицу тем, кому за 65 лет. Собирали продуктовые наборы вместе с волонтерами фонда «Тишим». Транспорт предоставили сотрудники администрации города Карабулак. Доставка проходила с учетом мер предосторожности. Продуктовый набор стандартно включает в себя крупы, это гречка, это вермишель, сахар, соль, чай, в общем, продукты первой необходимости, так сказать. За эти 2 дня, сегодня и завтра, мы планируем охватить 1740 семей по Карабулаку. Надеемся, что мы успеем за этот срок раздать все продуктовые наборы. Около 900 продуктовых наборов поступили в медицинские учреждения Малгобекского района. Помощь врачам, ведущим борьбу с коронавирусом, оказана волонтерами регионального штаба Молодой гвардии «Единой России». В наборы вошли в основном сладкие угощения, чай и кофе. Сегодня второй день проведения акции «Спасибо врачам». Подробности в сюжете Харуна Аздоева. Благотворительная акция под хэштегом «Спасибо врачам» продолжается. И сегодня на очереди медицинские учреждения Малгобекского района и самого города Воинской Славы. В каждом пакете отдельное спасибо тем, кто сейчас работает в красной зоне. Волонтеры загрузили около 900 наборов с провиантом для врачей, работающих на пределе своих возможностей. Комплекты уйдут по 4 медучреждениям Малгобекского района. К акции подключилась и волонтер Мадина Додова. Я считаю, что в период пандемии очень важно помогать друг другу, особенно врачам. Это наши герои в белых халатах. Еще есть другой способ помочь им, кроме раздачи продуктов. Мы можем беречь себя и соблюдать самоизоляцию. В акции по доставке продуктовых наборов участвуют и депутаты-партийцы городского совета, которые надеются, что врачи и весь медицинский персонал в редкие короткие минуты отдыха смогут подкрепиться, выпить чай или кофе с печеньем и конфетами. Даже простое спасибо дает медработникам новые силы для борьбы за каждую жизнь, говорят представители партии «Единая Россия». Продуктовые наборы у нас небольшие, но цель данной акции – это больше оказание внимания, что мы помним, мы знаем ту заслугу, которую оказывают врачи в борьбе с этой пандемией. Это Малгобекская центральная районная больница, это больница номер 2, которая находится в станице Вознесеновская, станция скорой медицинской помощи и сельская больница в Средних Ачулуках. Первые продуктовые наборы доставили в Малгобекскую центральную районную больницу. Фургон с продуктами встретили у пищеблока. Здесь, как и в любой больнице, нагрузка сейчас большая. Медикам как никогда нужны внимание и поддержка со стороны. Вот вчера я была вечером в консультации, принесли откуда они, ребята занесли, поставили пакеты, марк Дастушон. Я посмотрела, конечно, это приятно. В Ачулукинской участковой больнице на данный момент нет инфицированных, но места для их приема в случае необходимости подготовлены. Медики во все времена были на передовой, а в нынешней ситуации это особенно проявилось. И многие готовы к самопожертвованию, рискуя здоровьем на своем посту. Сотрудники нашей больницы тоже принимают участие в оказании помощи. Участковые врачи выезжают на участок, смотрят больных и выезжают туда, в инфекционное отделение. Там тоже работают, 2 недели проработали. Нам было очень приятно за то, что нас не забывают, о нас помнят и оказывают внимание. Тем более в такое тяжелое время, когда все мы нуждаемся в поддержке и населения, и мы, медработники. Ситуация с пандемией сплотила в борьбе с инфекцией. Одни работают на передовой, как в военные годы, другие обеспечивают тыл. Это мы с вами, простые жители, которые можем помочь и делом, и добрым словом. Харун Аздоев, Магомед Шаухалов, Новости 24. Учебный год в регионе для школьников завершится 23 мая. Соответствующее распоряжение уже подписала министр образования региона Эсет Бокова. А пока учебные заведения республики продолжат дистанционное обучение для школьников. Педработники, задействованные в организации и проведении внеурочной деятельности, продолжат свою работу до 30 июня. Ну а для учащихся 9 и 11 классов будут организованы дистанционные консультации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. В онлайн-режиме педагоги проведут учебные занятия по тем предметам, которые выберут для сдачи учащиеся.
И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и на канале Ингушетия.